Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. Временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии официально представили представителям республиканской и местной власти. Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами провели рейд по взысканию задолженностей за нарушение правил дорожного движения. Во Владикавказе прошла акция, приуроченная ко Дню защиты детей. На новеньких велосипедах около 2 десятков ребятишек покорили дорожки Дендрария. Эти и другие темы далее подробно. 2 часа дня. Зал заседаний республиканского парламента потихоньку заполняется. Депутаты, министры, общественники, представители местной власти собираются в одном месте, дабы познакомиться с новым главой республики, пусть и временно исполняющим эти обязанности. Настроения самые разные. Одни нервничают, другие обмениваются мнениями о новом руководителе. Все ждут. Представительная делегация входит в зал в 14:35 во главе с полпредом президента ВСКФО Сергеем Меликовым. В первую очередь полпред отмечает работу Теймураза Мамсурова. Я обращаюсь к мудрому политику, который принял регион в крайне непростое и во многом трагическое время. К опытнейшему руководителю, который, не побоюсь этого слова, взвалил на себя ответственность за восстановление республики после самого страшного в истории России, а может быть даже и всего мира, террористического акта, который произошел в Беслане. И к настоящему лидеру, сумевшему вернуть жителям Северной Осетии надежду на лучшее, благополучное и стабильное будущее. Я обращаюсь к вам, Ураз Запеповичу, от всего сердца хочу вам сказать огромное спасибо. Ответная благодарность звучит и от Теймураза Мамсурова. Он вспоминает время своего прихода в парламент. 30 лет назад он, как и многие другие, верил в светлое будущее, которое не за горами. Затем была перестройка, сложные экономические времена. О лучшем будущем продолжаем мечтать до сих пор. Было много критики, вспоминает Мамсуров, часто конструктивной. Но именно это и подстегивало работать дальше. Сейчас пора уйти, резюмирует он. Конституция – гарант власти. Закон не должен быть нарушен. Правильный пример в свое время подал Владимир Путин. Баллотироваться 3-й раз на пост главы для меня неприемлемо, в очередной раз подчеркивает Теймураз Мамсуров. И многократно благодарит всех тех, кто работал с ним бок о бок все эти 10 лет. Я благодарю тех, кто недоволен был мною, потому что я видел, как правило, при этом они очень сильно довольны собой, а любой руководитель очень радуется, когда все довольны. Я желаю моей любимой республике мира, процветания. У нас выросла прекрасная молодежь, она готова себя проявить. Давайте дадим им дорогу, и уходить надо тогда, когда хоть один еще человек жалеет о том, что ты ушел. Я с удовольствием благодарю вас, именно с удовольствием, потому что я с удовольствием работал с вами. После этого Сергей Меликов обращается к преемнику Теймураза Мамсурова. Руководить республикой Тамерлану Агузарову предстоит в непростой период. Экономический кризис в стране, непрекращающиеся попытки Запада раскачать политическую обстановку в России. Полпред отмечает, Кавказ в целом и Северная Осетия в частности имеет большое значение для России. Это серьезный плацдарм в социальном и экономическом плане. Тамерлан Агузаров выходит за трибуну и первым долгом извиняется за хрипловатый голос. В самый ответственный момент немного подвели связки. Бывший судья четко ставит задачи перед исполнительной и законодательной властью. В приоритете исполнение майских указов Владимира Путина. Акцент на обеспечении людей доступным жильем, модернизацию сферы ЖКХ, активную работу в области образования, культуры и здравоохранения. Многих интересует, какой первый указ подписал в Рио главы республики. Я вам скажу, что первый указ, который я подписал, это оказать материальную помощь ребенку, который нуждается в лечении. Особое внимание развитию бизнеса. Без активной работы в этом направлении социальную сферу поднять практически невозможно. Тамерлан Агузаров обращается к правоохранителям. Говорит уже ставшую крылатой фразу «хватит кошмарить бизнес». Отдельно отвечает и на вопрос о потенциальных инвесторах. Я не буду сейчас говорить о конкретных личностях, но без инвестиций экономику республики не поднять. Это я знаю точно. И то, что мы будем делать все возможное для того, чтобы наш регион сделать привлекательным для инвестиций, это я тоже обещаю.
Затем отдельно призывает к совместной работе парламент. Предстоит большая законотворческая деятельность, возможны и кадровые изменения. Но на данный момент основная задача депутатов – это не просто принятие бюджета, а полный контроль за исполнением главного финансового документа республики. Каждая копейка должна дойти до адресата, подчеркивает Тамерлан Агузаров. С этим мнением сходится и большинство парламентариев. Я не собираюсь искать где-то оброненной копейки незаметно, но бюджет, тем более в нашем положении, это то святое, на что никто даже не должен сметь посмотреть, а уж не говоря о чем-то другом. И большой блок о работе районных властей. Тамерлан Агузаров напоминает, доверие к власти зарождается на местах. Именно поэтому руководители районов и сел обязаны быть ближе к населению. Вместе надо сделать так, чтобы народ жил хорошо и спокойно. Сами главы администрации говорят, что для них немного изменилось. Необходимо лишь продолжать начатую при Мамсурове работу. Мы обязаны действительно по закону и по требованию исполняющего обязанности главы республики, мы обязаны работать с населением, знать их нужды, знать их вопросы, идти с ним навстречу, не устраивать там один раз в месяц приемы, посещать их по месту жительства, побывать в населенных пунктах. Это наша задача, это наша работа, и государство, и государственные руководители требуют от нас эту работу. Мы ее выполняли и будем выполнять. После представления временно исполняющего обязанности главы республики Тамерлана Агузарова сохраняется ощущение, что курс власти не изменится. Социальный блок абсолютно точно останется приоритетным. После торжественной церемонии все расходятся по кабинетам обсуждать предстоящую работу. Теймураз Мамсуров же покидает здание правительства без уже ставшей привычной охраны через центральный вход. Яна Гагиева, Ильдар Ашоков, Осетия ТВ. 1 июня в итальянском Милане открылась выставка «Экспо-2015». Международный смотр является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Мало кто знает, но даже Эйфелева башня была создана специально для одной из таких выставок. Последние 10 лет тематика выставок постоянно меняется. В этом году главной стала еда. «Накорми планету. Энергия для жизни». Таким был девиз на этот раз. В июне в работе международного форума впервые в истории примет участие производитель осетинских пирогов компания «Нортон». Остинская экспозиция будет представлена на днях кавказской кухни, проводимых в рамках российского павильона «Экспо-2015». Организационную поддержку презентации бренда «Остинские пироги» на международном уровне оказало постоянное представительство Северной Осетии при президенте России. В ходе своей поездки в Италию Всемирную выставку в Милане посетит и Владимир Путин. Напомним, глава государства ранее высказывался о необходимости создания сети общественного питания на основе национальной кухни, назвав осетинские пироги одним из главных его блюд. Российский павильон представлен на Экспо под лозунгом «Растим во благо мира, возделываем во имя будущего». Более 1,5 веков наша страна принимает участие во всемирных выставках, являясь одним из лидеров рынка сельскохозяйственной продукции. А вот Северная Осетия на столь презентабельный форум попадает впервые. Экспо-2015 продлится до конца октября этого года. Нарушитель все равно заплатит. Сотрудники ГИБДД Республики совместно с судебными приставами провели профилактический рейд. Главной его целью стало взыскание задолженности за нарушение правил дорожного движения. Для упрощения процедуры взыскания дежурные наряды были расположены недалеко от банкоматов и платежных терминалов. Автомобили, остановленных сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, судебные приставы проверяли на наличие задолженности прямо на месте. С помощью электронного сервиса удается выявить не только неплательщиков штрафов ГИБДД, но и должников по другим категориям. Помимо этого, гражданам объяснили необходимость погашать задолженности в срок, ведь в случае длительной просрочки возможно наложение штрафов в 2 раза превышающей первоначальную сумму. Особо злостным неплательщикам может грозить административный арест на срок до 15 суток. В случае, если у остановленного водителя имелся неоплаченный штраф, ему предлагалось его оплатить. Всего в рейде было задействовано 4 наряда во Владикавказе и еще 1 в Беслане. По словам сотрудников ГИБДД, за время проведения подобных рейдов удалось взыскать более 100 тысяч рублей, поэтому их планируют сделать еженедельными. За время проведения рейдов по 208 постановлениям в области правил дорожного движения было взыскано 120 тысяч. Рейд проводился с 16 до 7 часов вечера. Также был наложен 1 арест на имущество задолженника. В дальнейшем совместные рейды со службой судебных приставов и сотрудниками госавтоинспекции планируется проводить каждый четверг.
Среди сказочных гор, вечных ледников и зеленых холмов течет источник целебной воды Тип. Он имеет особый состав и является уникальным в своем роде. Тип известен как в республике, так и далеко за ее пределами. Но живописные места, кроме горных цветов, украшают еще другие, такие вот сувениры, оставленные не природой, а человеком. Пластиковые бутылки, бытовые отходы и остатки после шумного пикника. Годами копившийся мусор превратил место паломничества в настоящую свалку. Но нашлись неравнодушные граждане, которые посчитали своим долгом защитить наследие предков и хоть немного прибраться в этом маленьком уголке своей родины. В Тип попал первый раз где-то месяца 2 назад. Ну и когда попал, меня это, честно говоря, задело. Я ужаснулся тому, что увидел. Первое, что увидел, это вот состояние источника. Потом, когда пошел дальше, увидел, что дело вообще очень плохое. И меня ужаснуло не столько вот это, сколько то, что наше общество сейчас стало жить по принципу «после нас хоть потоп». Ну, я решил действовать, потому что вот это вот, оно мне не дает покоя. И пока я вот это не уберу, я, наверное, не успокоюсь. Ребята распространили информацию по соцсетям, организовали доставку волонтеров, приобрели необходимые материалы. Отозвались немногие, но этого хватило, чтобы положить начало большому делу. Организаторы планируют собрать еще больше добровольцев и вернуться, чтобы привести в порядок не только территорию источника, но и другие исторические места Осетии. Но этого всегда будет мало, пока каждый не научится убирать за собой. Я думаю, это не очень сложно и стоит... Это немножко даже своеобразная благодарность природе должна быть за то, что мы берем от нее вот эту воду, видим эту всю красоту. Надо быть немножко благодарными и хотя бы минимально выражать свое спасибо в качестве того, что просто вывозить за собой свой мусор. Даже не свой, можно чужой забирать. Понемножку, чуть-чуть, когда-нибудь мы чистим Осетию от таких свалок. Осетинская земля щедро одарила своих детей бесценными природными ресурсами. Благодарность каждый выражает, как умеет. Одни возвращают родине благие дела, а другие – мусор. Видимо, кто чем богат, тем и делится. Тинатин Музашвили, Олег Рамонов, Осетия ТВ. Первые по-настоящему солнечные дни лета большинство горожан отправляются в парки и зоны отдыха. Дендрарий – одно из любимых мест владикавказцев. Многие приходят сюда на пробежку, погулять или покататься на велосипеде. Велопрогулку для ребят из многодетных семей здесь устроили работники Левобережной префектуры. Акцию на велосипеде с ветерком приурочили ко Дню защиты детей. Из-за постоянных дождей ее удалось организовать только сейчас. Совместно с комплексным центром защиты населения северо-западного района мы пригласили детей из малообеспеченных семей. И это уже у нас становится доброй традицией кататься на велосипедах Дендрарии в июне месяце. На новеньких велосипедах около 2 десятков ребятишек отправляются покорять дорожки Дендрария. Это мальчишки и девчонки из многодетных семей. Их родителей заранее обзвонили сотрудники комплексного центра защиты населения, а позвали всех желающих. Это не просто прогулка, говорят сами ребята. Многие нашли новых друзей. Здесь я познакомился с многими ребятами. Мне понравилось. Мы катались вокруг. Везде даже проездили, на лавочках посидели. Понравилось. На финише для каждого мороженое и сок. Как оказалось, чтобы создать праздник для детей, нужно не так много. Сами работники префектуры говорят, что эта акция не разовая. Ее будут проводить постоянно. Яна Гайгиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.